События того дня 80-летняя Нина Ивановна снова и снова переживает, как страшный сон. В обеденное время в двери ее квартиры постучали две женщины. Уверенным голосом и зная дело, гости представились сотрудниками газовой службы. Проверяют газовое оборудование, плиту и прочее. Я двери открыла. Две женщины стоят. Одна прошла со мной на кухню и стала проверять газовое оборудование, якобы. Вторая женщина находилась за моей спиной, и я не видела, когда она, куда выходила, сходила ли еще по комнатам. Пока одна гостья отвлекала хозяйку на кухне, вторая вошла в спальню. Охотница за ценностями обыскала все типичные потаенные места – сервант, шкаф, кровать. И вот же удача – нашла сбережения пенсионерки. Потом незамеченной покинула квартиру. Когда инспекция фальшивых газовиков завершилась, жертву ждал устроенный беспорядок и исчезновение 20 тысяч кровных. А когда Нина Ивановна обратилась в полицию, выяснилось, таких как она в тот день было по крайней мере двое. Причем в одном случае злоумышленница представилась врачом Центральной поликлиники. Незнакомка попросила стакан воды и затем пояснила о том, что на самом деле она является врачом, но она оказывает услуги медицинские другого характера, то есть она сама лечит без определенного на то образования. Для того, чтобы произошло излечение от всех болезней, пенсионерка должна была достать все имеющееся золото, сложить его в стакан и затем наполнить его водой. Как ни странно, все свои ювелирные изделия жертва действительно передала гостье. Заполучив украшения, злоумышленница пустилась на утек, оставив потерпевшую ни с чем. В полиции по трем этим печальным историям стражи порядка возбудили уголовные дела. Как оказалось, лица подозреваемых зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемых или о их местонахождении, стражи порядка просят незамедлительно звонить по указанным телефонам. Антон Булаев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.